Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Швеции в третьем матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании. Встреча завершилась со счетом 30-26. Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая россиянок Дарья Дмитриева, забросившая 6 мячей. Российские гандболистки заняли первое место в группе «Б», одержав 3 победы в 3 матчах. Шведки финишировали вторыми, третьими стали испанки. Таблицу квартета замкнула команда Чехии. Россиянки в основном раунде будут играть в группе А вместе со сборными Дании и Франции, а также победителем матча между командами Черногории и Словении. Футболисты сборной России узнали своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2022 года. По итогам жеребьевки подопечные Станислава Черчесова попали в группу H, где сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый тур отборочного турнира будет сыгран 24 и 25 марта. Завершится квалификационный раунд 16 октября. Для того, чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, россиянам нужно занять первое место в группе. Шанс пройти дальше будет и у сборных, занявших вторые места в группах, а также у двух лучших команд из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, но победивших в своих группах Лиги наций. Футболисты Сочи на своем поле выиграли у Ахмата в заключительном матче 17-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2-0. Результативными ударами отметились Марк Абду-Ганджич и Артур Юсупов. Сочи прервал свою безвыигрышную серию в играх РПЛ, которая составила 3 матча. Команда идет на 7-й позиции турнирной таблицы чемпионата, набрав 27 очков. Ахмат идет следом на 8-й строке, имея в активе 25 пунктов. В следующем туре 12 декабря сочинцы на своем поле примут московский «Спартак», а грозненцы днем позже дома сыграют с Ростовом. Московский «Спартак» в овертайме со счетом 3-2 победил хельсинский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых шайбы забросили Илья Талалуев, Евгений Кулик и Мартин Бакаш. У гостей отличились Ессе Йоансу и Велли Матти Савинайнен. «Спартак» прервал серию из 3 поражений и занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков. «Йокерит» идет на 8-й позиции, имея на счету 35 баллов. В следующем матче «Спартак» на своем льду сойдутся с нижнекамским нефтехимиком, а хельсинские хоккеисты в гостях сыграют с челябинским трактором. Обе игры пройдут 9 декабря. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 18 медалей на чемпионате России по масс-рестлингу. Турнир, участниками которого стали 116 человек из 22 регионов страны, прошел в Нальчике. По итогам соревнований якутские мачины записали в свой актив 6 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Награды высшего достоинства в копилку команды принесли Нараяна Трофимова, Екатерина Белолюбская, Василий Андросов, Станислав Иванов, Павел Черноградский и Дмитрий Попов. Также на высшую ступень пьедестала взошел якутянин Петр Бурнашов, выступавший на этом турнире за команду Северной Осетии. Якутские гиревики вошли в число призеров чемпионата России среди студентов. Соревнования прошли в Белгороде. Якутию на этом старте представили 3 студента Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Золото в двоеборье весовой категории до 85 килограммов завоевал Константин Иванов. Ян Дунаев стал серебряным призером также в двоеборье, но уже среди участников до 63 килограммов. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!